Всем привет, и дорогие друзья. Доброе такое утро, солнечное утро, бабье лето у нас, 23 градуса днем. Вообще, прям вот душа не нарадуется на такую осень. Прекрасная осень, друзья. Но у нас картошка убрана, как говорится. Остались там некоторые культуры у Маши, там свекла, да, морковь, да, что-то. Вот. Ну и потихоньку у нас подготовка к зиме уже начинается с этого момента. В прошлом году колодец мы не чистили, и сегодня, в этом году надо почистить. Вот сегодня собрались чистить колодец, уже всю воду-то выкачали. Вот сестра Раиса Ивановна здесь помогает. Воду с утра уже, ранним утром включили насос, все выкачали. И подойдет помощник, и будем ил все это поднимать, стенки очищать, вымывать щеткой все. Такие что-то вот на деревянном колодце, который раньше был сруб, да, деревянный сруб, никаких водорослей никогда не было. А вот на бетонном кольце почему-то, вот у меня квадратные кольца у нас, да, и постоянно возникают вот эти водоросли. И надо часто убирать вот этот колодец от этих водорослей, иначе вода потом цветет. Ну как цветет? Не явно, чтобы сверху там, но вот день, даже не день, полдня иногда постоит уже, вот, если не каждый год чистить, полдня постоит водичка, и уже начинается какие-то плавают, как-то муть в воде. Даже вода это не мутная, а она какими-то, ну, скажем, водоросли, такие пятнышки. Надо постоянно фильтровать. Ну, мы в деревне из колодца пьем, из своего никогда еще не фильтровали воду, и лучше уже почистим этот колодец. Конечно же, как оказалось, лучше всего колодец деревянный, из елки сруб делать. Вот. Ну, что потом. Ну, и я поснимаю в течение дня, что там еще может еще что-то покажу, кроме колодца. Ну, на данный момент первоочередной этап у нас сегодня колодец, конечно. Ну, это планы на целый день, потому что это не быстрое дело. Надо воду выкачивать, потом вода прибывает, обратно выкачивать, или все убрать, стенки почистить, воду закачать обратно, воду выкачать обратно. Пару раз еще это придется делать. Это не быстрый процесс, как говорится. Ну, это надо делать. Это к зиме надо подготовиться. И ил, который прибывает, там роднички, да, и они забиваются. Ил надо убрать. Ну, где-то, наверное, обычно ведер 20 поднимаем. 20 так, маленькие ведра. Поднимаем, и все нормально потом обратно. Вот так. Ну что, поехали. Благо очень красивый день сегодня. У Маши георгины цветут. Были заморозки, да, друзья? Но у нас георгины не замерзли. Обычно эти георгины быстро замерзают. Вот как первые заморозки, они сразу замерзают. А тут нет. Видать, как-то ветер не тот, что ли, был или что ли. Ну, короче говоря, не замерзли георгины. И они цветут. Вот кабачки почернели, да. Кабачки почернели, и кабачки убрали уже. А георгины нет. Георгины все цветут и цветут. Ну, и теплицы, да, маленькой теплице и большой теплице. Все по-прежнему, там показывать нечего. Помидоры, остатки помидоров, их много еще, они просто созревают потихоньку. Ничем мы не опрыскивали, друзья, как вы советовали, йодом там, еще чем-то, марганцовкой или что там. Нет, не опрыскивали мы ничем. Естественное созревание – это самое полезное, я думаю. Я Машу уговорил. Маша уже хотела йодом опрыскивать. Я говорю, не надо, Маша, зачем? Вот. Вон дядя Ваня там идет. Вот. Все, приступаем к работе. Вон дядя Ваня. Вода быстро набирается, и вот вроде бы как выкачали, и потом, пока Алексея жду, она снова набралась, эта водичка.
И постепенно выкачиваем, вон шланг. И сразу туда за огороды. Там длинный. Вот. Ну, водолей у нас старенький, да. Долго качает. Да. Кышкасы да перинде оборотный кычыгы. Кустуласли кычыгы чепук туледай. Хорошо гыс. Понарык сегодня не айтисне işkeni yasası mı bu? Нилегис. O diye ve dua başka. Kuyu mişin kaçaytlım. O diye ve dua. Sen kutuk turi yakala mı görün? Sestere yakamazsın ki. Ой. Да. Как-то он... Велик чур, да? Ну, та я. Кышse Mikel. Вас и просто поркиде. Grad biraz koyuş diye şey. Вот этот ил надо все поднять. Накопившийся ил. Внутри Алексей, снаружи Раиса Ивановна. Ёшка, у где вас, Вова? Озьона. Ну все, рука-то у тебя совсем устанет.
Ну, первый этап, друзья, у нас закончен, так сказать. Ил убрали, колодец вымыли, стенки почистили, все. Вот. Теперь устанавливаем насос так, чтобы где-то на среднюю вода набирается, потом скачиваем обратно. Отстаивается, скачиваем, отстаивается, скачивается. Ну, это, наверное, где-то дня два будет процеживаться вода, ну, чиститься. Потом уже прозрачная будет и будем употреблять. Сосед там работает, чем-то, я не знаю, что пилит этим лобзиком электрическим. Так, и вот там. Ну, за 2 дня, Раиса Ивановна, это все почистится. Не беспокойтесь. Вот так. Розеточку на место. Вот и все. Вот и все дела. Благо день хороший, работать приятно. Ну, с колодцем там дело уже времени. Вода как бы набирается, очищается. Раиса Ивановна качает, а мы с Алексеем, Алексей уже чистит кусты здесь. Черемуху чистим, рябину и вот эти тоже черемуху. Здесь уже почистили под сад мелкий. Это все уже там поросли, некрасиво, а наоборот там уже заросли какие-то, и траву не скосить, ничего. Ну вот так, работник работает. Раиса Ивановна, привет всем, скажи. Привет, приглашаем на работу. Приглашаем, говорит, на работу. Да? На работу приглашаешь, Раиса Ивановна? Всех. Таскает, сюда будем собирать, а потом будем сжечь или что-нибудь там придумаем, что будем делать с этими ветками. Вот. Так, Алексей в кустах. Не физическим, уранием. Вот. Раиса Ивановна уточняет, говорит, не физически приглашаем, а с добрым словом поддержите, да? Добрым словом поддержать, это всегда приятно. Вот так. Вот так и день проходит деревенский. Уже под вечер. Ну, с колодцем долго еще возились. И швы цементировали и все такое. Разбирали заново, цементировали. Цемент купили, швы замазали заново, там трещины. Может, оттуда что-то идет, подумали, да. Ты как трактор, Раиса Ивановна? Трактор, трелевочник. Ну вот и все. Тут почистили. Смотрите, какая ножки чистенькие у кустиков стали. У черемухи, у рябины. А то там уже снизу поросль, это все. Тень там, плесень образовывается снизу. Тут чистенько, и можно скосить уже. Там, слышите, наверное, шум еще. Качаем все еще воду. Это будем сегодня допоздна качать. Здесь у нас гора такая, вот это срубленные вот эти ветки, ненужные сухие, вот эти поросли все сложили около забора, а потом или измельчим и сожжем, или куда-нибудь денем все-таки. Вот. Но скоро всего сожжем, измельчим, высушится немножко, измельчим и сожжем. На посту у колодца Раиса Ивановна. Но сегодня ей долго. С фонариком. Ну, пока светло, она будет, наверное, здесь стоять, дежурить, чтобы уровень нижнего кольца успел засохнуть. Ну, уже схватился цемент, но все равно надо подождать. Ну, думаю, потом. И день-два еще настояться в воде надо будет.
и все будет хорошо. Вот так, все. На лице синяк. Все, на лице синяк. Да. Покусали, не могу смотреть даже. Надо Ну, смотреть, ну эти, моргая. пока рубили вот эти ветки, да, что вот эти деревья, да, мошкара так покусала Раису Ивановну, что все. Никакого макияжа тебе не надо теперь. Давай. Макияж отличный, деревенский. Ой, шумит мотор. Наверное, водичка закончилась. Это звук поменялся. Вот такие дела. Ну что, закончился у нас день. Вот снимал-то мало, конечно. Но, поверьте, вот мы вышли с утра, Раиса Ивановна 6, вот здесь, на участке. Я вышел где-то, наверное, 7 часов. 7, ну, может, минут 20, наверное, 8 уже было. И Алексей пришел там где-то, наверное, после 8 тоже. Вот, подождали. И сейчас время уже 5 часов, ну, уже 6 час идет. И все это время, что-то да, все время вот Раиса Ивановна и Алексей делали. Алексей сейчас ушел домой. Ну, в принципе, что запланировано было, все сделано. Колодец почистили, колодец, швы зацементировали. Это уже потом мы, знаете, как вот я вам показал, что все с колодцем закончили и все такое. А нет, мы потом, я такой подумал, что все-таки, ну, раз уже воду выкачали, стенки помыли, думаю, дай мы зацементируем эти швы. Может, оттуда все-таки вот эта причина, что вода такая стала, ну, цветет или что ли. Может, там действительно какие-то бактерии появились, не знаю, как их вывести потом. Ну, говорят, они не вредные, но все равно, ну, некрасиво. Вот вода постоит день так, например, и там какие-то вот зелененькие плавает снизу, как бы осадок такой зелененький. Вот. Может быть и каким-то другим средством, но вот от кустов, от черемых и все такое, вот корни вот через эти швы зашли. Мы это все зацементировали, особенно цементировали верхние ряды, которые верховая вода может весной, например, да, все эти швы заделали. Ну, вернее, Алексей все заделал, я попросил, и он сделал это все. Дальше вот кусты порубили, надо будет, потом вот надо будет скосить участок, уже это крайнее такое кошение или что, козьба получается, крайняя получается на этот год, все убрать везде, очень надо чисто скосить, чтобы прям под корешок, чтобы не успело. Сегодня, знаете, у нас лето такое, я же говорил, что вначале у нас лето бабье такое 23-24 сегодня даже было, и гроза. И гроза. Вот летом даже такой погоды не было, вот сейчас как сейчас. Очень приятная погода. Прям вот, ну, конечно же, в такую погоду грибы не насоберешь, но люди собирают сейчас очень много брусники, собирают клюкву. Клюкву вроде как и брусника, и клюква есть. Наша тоже надо еще клюковку собрать, ой, и бруснику собрать. Клюковку собрать и бруснику собрать. Это нам на зиму. Бруснику будем мочить, ну, моченая брусника, она всегда вкусная. Вот. Теплица, я не знаю, там я уже не буду сегодня теплицу снимать. Теплица все там по-старому, помидоры растут, помидоры краснеют потихоньку. Каждое утро, как уже говорил, на столе свежие помидоры, красные помидоры именно. Каждый день что-то да что-то, какие-то помидоры краснеют. И, ну, такая довольно-таки крупная, ну, большая миска краснеет. И ничего, ничем не брызгаем. Есть еще огурцы много еще, и на засолку еще надо много что Маше делать. Просто она сейчас работает тоже никогда. Завтра вот выходная, надо говорить, вот Маша говорит, что надо вот свеклу завтра убрать. Не знаю, как там у нее получится, как с погодой. Надеюсь, не испортится. Ну вот, сказали еще до 20-го еще будут дни такие тепленькие. Тепленькие, хорошенькие. Ой, это нам так радостно. Ну что, больше сегодня, конечно, я вот так с вами поболтал, сидя тет-а-тет, как говорится. Ну, а работники мои, ну, Алексей почему-то не хочет сниматься, я слегка так поснимал тоже, конечно, ну,
неволить я никого не стану. Он не хочет, как потом? Хотя очень много интересной работы делает Алексей. Сделал и это сам песочницу для Левушки, сделал качели для Левушки. Все это он сделал, и ну вот снимать, говорит, меня, пожалуйста, не надо. Ну, как потом буду снимать? Неволить, конечно же, не будем. Вот. Раиса, она более-менее так, сейчас уже согласна, я тоже раньше не снималась, не и разрешала снимать, сейчас более-менее согласна и более-менее так могу показать, там пообщаться с ней. Вот тоже, ну вот близкого общения тоже не могу показать, как с ней мы общаемся и все такое. Потихоньку все, вот деревенскую жизнь пытаюсь снять, но сейчас у меня, как говорил, внучек дома, да, внук приехал в гостях, и как-то вот больше времени все-таки хочется просто с ним проводить, просто с ним посидеть, поиграть. Вот мама, ну, Настенька моя, играется с ним, мне тоже с ним охота, потому что лично сам как бы-то на руках, руки не держат, да, не могу держать, и мне хочется, чтобы... А с ним хочется побыть там. Настя посадит на коленки и придерживает рукой, чтобы он не упал. Мне прям приятно держать, как бы хоть и на коленках, но своего внука очень приятно. Что-то я никак не могу этот ролик закончить, да, ну потому что я не наговорился сегодня. Друзья, вы же знаете, как я могу разговаривать и говорить. Ладно, друзья, заканчиваю этот ролик. Такой прекрасный день у нас прошел, позитивный день и плодотворный день. Все, деревенские дела к зиме, колодец к зиме уже почти готов, считай. Осталось настояться в воде, выкачать эту воду, еще раз настояться, еще раз выкачать, и вода будет чистенькая, такая вкусная колодезная водичка. Ладно, всем пока, до новых рассветов, встречайте рассветы, и пускай они всегда будут добрыми и приятными. Всем пока.